Ну и мы продолжаем наш эфир. Сегодня с нашим третьим гостем. Третий гость, он прям знаменитость, наверное, один из таких самых знаменитых людей в нашей республике. Да и не только в республике, в целом в России. Это у нас Денберел Оржак, дважды победитель всероссийского проекта «Ты супер», представитель детского Евровидения 19 года от России. Так, что еще? Что еще я забыл сказать? Просто хороший человек. Победитель новой волны, да, новая волна, детской новой волны. И тем самым привет, Денберел. Привет. Ну, о чем поговорим? Вот как ты начал петь? Вот вообще изначально, вот как ты начал петь? Как ты понял, что ты поешь, не знаю. Изначально мы с семьей даже не думали, что я пою. Как-то раз я в садике, заметили мой талант. И потом Кто заметил? педагог по музыке в садике. И потом мне сказали, там есть какой-то конкурс в селе Барлык. И потом я там победил, и потом моя бабушка тоже заметила мой талант, и потом она отвезла меня в детскую музыкальную школу Барымского Кажуна, село Козылможалки. И я там учился 5 лет. И я вот благодаря своим педагогам и бабушке, понял, что у меня есть талант. И вот. Кстати, я тоже учился в этой музыкальной школе. Я только не пел, но я учился по духовому, так скажем... Или инструментом. Да, по духовым инструментам, но я не закончил. Почему? Да, вот так вот сложилась судьба. А то тоже бы я мог бы выиграть где-нибудь там, не знаю, Выступал ты супер или не супер, и вот в таком с Денберелом бы соревновался. Да. Ну вот, каково тебе быть победителем таких... звездой. Да. Сначала было непривычно, сейчас привык, и благодаря моим слушателям, благодаря моим фанатам я стал таким человеком, какой сейчас, и хочу поблагодарить всех моих слушателей, и, конечно же, привет всем моим фанатам. Вот ты идешь на улице, и там такое бывает, да, типа? Ну да, улыбаюсь. Просто улыбаетесь, да? Подходят, фоткаются, да, обязательно. Ты соглашаешься, да? Да, взаимно все. Вот, давай поговорим о твоих, не знаю, последних. Я тоже слежу за твоим инстаграмом и так далее. То есть ты вот недавно был в Грозном. Вот что там делал? Вообще можно ли об этом рассказывать и так далее? То есть... Можно, конечно. Мы побывали в Чеченской Республике, в городе Грозный. Снимали фильм, называется «Осторожнее с желаниями». Автор и режиссер этого фильма Милана Мусаева. Тоже огромный привет. Фильм мы снимали в Грозном, недавно закончили. Я 9-го только прилетел, и вот. Это был для меня первым опытом. Было очень прикольно, было очень хорошо. У нас еще и актер получается, да? Да, открываю свои первые шаги тоже на актерское мастерство, но вот на запас тоже, наверное, оставлю. Сколько тебе сейчас лет? Мне 15. 15. И вот будет ли новые песни, будем ли там ждать? Пока про новые песни пока что планов нет, но обязательно когда-нибудь будет. Так, вот именно про фильм «Осторожнее с желаниями», вот как там, что там ты делаешь, какова твоя роль? Или можно потом узнать, или как-то. Это... И когда еще выйдет на экран, так скажем, да? Жанр этого фильма, так скажем, комедия и фантастика. И вот про что я там играю? Я играю в роли чеченского мальчика, который превращается на японского мальчика.
почему называется фильм «Осторожнее с желаниями», потому что этот мальчик, ну, загадал желание, и потом он просыпается и видит себя в зеркало и Там говорит, японец, это да? не я, да. А. То есть Вот, ты главный актер, получается, да? Да, так скажем. Ну, герой, да. вот, мы сидим с главным героем фильма «Осторожнее с желаниями». Завидуйте нам. Когда вот про то, что вот когда этот фильм выйдет, я думаю, сейчас этот фильм монтирует, работает над этим фильмом, а когда выйдет, ну, когда мне скажут, тоже сообщу. Съемки уже закончились, да, Да. все отсняли. А вот Да. сколько по времени это заняло? Долго, где-то 2 недели А. или 3 даже. Всего лишь. Обычно просто я слышала, что фильмы там иногда годами даже снимают. Ну, может, сериалы, да? Мгм. Ну, вот такой вопрос. Вот ты говорил о том, что твоя роль там играть чеченского мальчика, который превратился в японца. Мгм. Вот, не знаю, ты там на чеченском говорил? На Ты что-нибудь там, чеченском не нет, знаю, научился? Как-нибудь? на японском, да. Ну, в принципе, там в Чечне люди разговаривают по-русски, ну, там есть некоторые люди, которые общаются по-чеченски. М. Так, а по-японски там какие слова там? Я даже забыл. Там, Аригато? Там как а, там приветствуют? Не помню. Коничуа. ну, я только запомню только слово хай, это когда, наверное. А. Ну и, дорогие наши зрители, вы можете тоже задать вопрос в комментариях. Я тут постоянно слежу, так скажем, через каждые там, 10-15 секунд. Я слежу за комментариями, и вы можете задать вопрос Денбрелу Ожак. Ну, следующий конкурс, в котором ты будешь принимать участие, вот, не знаю, есть ли такие конкурсы? Пока вот в ближайших планах у меня нет такого там выступать, ну, участвовать где-то, но в сентябре нас ждет концерт «Ты супер» в Питере, в Санкт-Петербург. Тоже обязательно посмотрите, ждите. Ну, каково выступать у нас на огромной сцене, вот на Евровидении, допустим? Вот что-то ощущал, вот, не знаю, свободу или что-то другое? Я даже не думал, что так произойдет, потому что мальчик с маленького села выйдет на такие большие сцены. Мне было очень хорошо, я чувствовал себя свободно благодаря вам, благодаря моей семье, конечно. И вот хочу сказать огромное спасибо моим педагогам и спасибо за приглашение. Да, не за что. Приходи еще. Без проблем, да. Вот. А, Я даже ничего не чувствовал, потому что я не знаю, как это вообще происходит, потому что когда человек выходит на сцену, почему-то случается так, как будто он, например, ну, как будто себя выключил. Вот. Ну, То есть это не ты поешь, да, как будто Ну да. просто... ну, просто сам голос выходит. Вот, у меня вопрос, вот с кем из таких вот крутых знаменитостей ты встречался, там, Бритни Спирс, там, кто был на Евровидении, из наших российских, там, из знаменитостей, не знаю, там, Филипп Киркоров, я точно знаю, там, что был, Мгм. Николай Басков, может быть, где-то, и так далее, то есть, вот с кем ты прям вот встречался, вот, А вот, скажем, а, вот перед Евровидением у нас была встреча со звездами и так далее. А вот в жизни вот видеть таких людей, это было, знаете, такое чувство, как будто вот прям я был в шоке, потому что я даже не думал, что так произойдет. Это было даже очень круто. Вот мы выступали с Татьяной Меженцевой в 2019 году, и вот мы встретили Киркорова, конечно же, Игоря Яковлевича Крутого, Амбаскова и так далее. На самом деле было, знаете, очень хорошо и очень круто, Ты пообщался с ними, да? да. И что что говорят? они говорят, как там,
Они, Тебе? они давали очень хорошие советы в будущем. Там, так скажем, там не надо там звездиться там и так далее. Все будет хорошо, если ты будешь себя чувствовать простым и так далее. Давали очень хорошие советы. Мгм. И вот тут у нас получается Аяна Мангуш у нас пишет о том, что ты большой молодец, талант Спасибо. твой супер. А, и ну, у тебя есть вопрос? Ну, чем ты помимо мения, да, пения занимаешься? Вот, может, ну, танцуешь, то понятно, господи. Не знаю, любишь физику или занимаешься баскетболом? А, Я люблю футбол, потому что я очень даже люблю смотреть футбол, играть и так далее. Вот в данный момент я не играю, потому что, наверное, вот работаю над собой, конечно, и вот с музыкой дружу. Вот. Вот ты не у меня- устаешь от музыки? Ну, не устаешь, как скажем, как правильно передать, типа, не слова, от звездности, скажем так, от того, что тебя везде узнают и так далее, тебе вот не тяжело, и ты не устаешь от этого? Это сложно, может быть? Конечно же нет, потому что, так скажем, музыка это моя работа, конечно же, и в будущем. И то, что вот там говорят, там, давайте сфоткаемся, там, и так далее, я ваша фанатка, фанат и так далее. Это на самом деле очень приятно. Как будто бы просто у человека нету личной жизни, да, вот постоянно следят, постоянно, ой, Денбрел, хоть надо снять его, отправить там ЧП, КЗЛ, да, Денбрел там в супермаркете стоит и так далее. Нормально, да, то есть? Да, нормально. Ну, это да, А круто. как вот относятся твои, там, не знаю, одноклассники, друзья, вот, не знаю, я, допустим, вот с друзьями иногда балуюсь, ты им говоришь, там, типа, не балуйтесь, я тут. Главное, да, я отец, да. Ну, В какой школе учишься еще раз? во второй. Ты же раньше учился в 7-й еще, да? Да, в седьмой. Я помню. Да. Вот мы с одноклассниками очень дружные. У нас нету такого, знаете, там, ты такой, я такой, там тихий и так далее. Мы все дружные и относимся друг к другу очень хорошо. Вот горловое пение, ты занимаешься же еще горловым пением, да, вот умеешь, да, вот научился, да, или тоже с рождения как-то ты учился? Нет, научили. Научили, заставили как будто? Нет, не заставили, просто вот я когда учился в селе Кызылмажалка в детской музыкальной школе, меня заметили там. Ну, я ходил по классу вокал, и меня заметили, вот Кумушкар Арсен Данилович, мой педагог по химии, по горловому пению. И вот мы тоже с ним работали очень долго, 5 лет. Он, так скажем, ну, он меня так научил. И благодаря ему, вот, я знаю горловое пение. Так, а можешь исполнить что-нибудь на... Горловое пение? Да. Да. Да, конечно. Горло не устает, не знаю. Как это вообще? Что такое? Вот прям Аяна Мангуш у нас прям спрашивает, есть, ну то есть, есть ли планы переехать за пределы России, если тебе предложат лучшие условия вообще в целом, да, по проживанию, по развитию, по творчеству, ну или же ты патриот своей родины? Я даже не знаю, но если предложат, с радостью, потому что я очень люблю путешествовать, так скажем, узнавать что-то новое. Ну, я очень люблю свою родину, Мне кажется, свою республику. Мне кажется, это неплохо. Это дают, бери. Называется так. Бьют, беги. Вот кто такой весь модный, у тебя есть стилист, да? Или...
Нет, стилиста нет. Сам, да? Ты там, Да. Мгм. ну, у тебя какой гардероб там, не знаю, может, целая комната, это завтра там ты супер надену, или завтра там на Евровидении. А вот я последнее время просто начал, вот, знаете, вот это там, например, на интервью, это на сцене буду одевать и так далее. Ну, давно, ну, вообще нет. Мне даже не было такого там. Просто вот то, что я вот одеваю на улице, все на Там, сцене. да, на А сцене сейчас тоже, вот, да. да. Я потрогаю, да, может, Да. даже на сцене. Только не мерь. Так, ну, у нас вопросов нету, то есть хочу напомнить еще раз о том, что вы можете задать вопросы в комментариях. Если хотите, то можете даже приехать к нам, так скажем, и вот у нас окна открыты, вы можете прям из окна прям вот Фотка с Денверелом 100 задать рублей, да. вопрос. И, ну, а мы продолжаем. Мгм. То есть продолжим. И вот ты в каких городах, так скажем, да, в России побывал? За границей я был только один раз в Польше, вот. Вот, ну, в России там города. Вот я в Санкт-Петербурге ни разу не был, и когда мне сказали, что вот ты будешь вот в Санкт-Петербурге петь, выступать, и вот, знаете, у меня был, знаете, вот счастье вообще вот впервые поехать в Санкт-Петербург. А так, вот Москва, это это мой любимый город, потому что я там побывал много раз, а в городах, ну, очень много, скажем. А вот в каких регионах ты прям хочешь побывать, если, не знаю, если вот, не знаю, наши зрители могут, если предложили бы тебе, не знаю, вот давай мы тебе сейчас организуем концерт, приезжай к нам, вот, вот предложили бы, вот куда ты бы, не раздумываясь, уехал? А я бы сейчас в Казахстан бы я бы хотел, вот, в Казахстан. А из городов России? Из городов России, 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 России. Мне Даже кажется, не он знаю. уже Я, побывал я, везде. я прям видел, ну, то есть твои посты о том, что там у тебя очень много фанатов в этом, в Якутии, в Бурятии, в Татарстане и так далее. То есть, ну, в больших, так скажем, крупных городах очень много фанатов. Вот ты не хочешь ли побывать в этих регионах, если они, не знаю, вот предложат? Если предложат, конечно, с радостью. Любой каприз Да. за ваш счет. Так, ну, вопросов у нас пока нету. Вот, у тебя у тебя есть девушка, так скажем. А у меня девушки нет, потому что мне всего лишь Да, 15. не надо, не надо. В городе же все видели, да? Да, мне интересно, вот как выглядит твой директ, не знаю, там, привет, давай познакомимся, или что-то такое есть, да? Не, знаете, и бывает, так скажем, такие мальчики там возмущаются, наверное, там, например, там и так далее. Ну, я думаю, не надо смущаться, потому что надо делать первые шаги, чтобы получить результат. Сразу писать привет, это мне понравилось, и так далее. Вот. Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты, пока они не успели тебе написать, ты им первым пишешь. Привет, мне понравилось. Я такого сообщения еще не получала, да? Пока что, Я тоже никому пока что еще не отправлял. пока что я уделяю свое время на музыку, я учусь в колледже, и, конечно же, ну, в следующем году я заканчиваю 9 класс, и у меня экзамены и так далее. Вот помимо музыки, чем бы ты еще хотел заняться? Допустим, там, врачом, учителем, там, строителем. Я, кроме музыки, ничего делать не умею. Ну, Я бы поиграл в футбол, знаете, Ну, что просто хотел бы, отдохнуть, допустим. Да, вот, и вот ну, за эту поездку в Грозный, вот Чеченская Республика, я полюбил вот актерское мастерство. Да, вот будущий актер. Вот, у нас Аяна Монгуш еще спрашивает такой, ну,
наверное, ей интересный вопрос, но я не буду тебе задавать, ты пока не увидел, я удалю, потому что вот на этот вопрос я могу тебе задать, когда тебе исполнится 18+. Окей. Да. Поняли, мне кажется. Так, следующий вопрос. Я, кстати, удалил, если что, я вам всем прям вот говорю о том, что я удалил это комментарий. А, Так, Вот английский язык, ты его э, изучаешь, да? Ам, Или ты учишь песню только вот так вот запоминаешь? Это вот у меня проблемы, знаете, вот там, например, там сказали вот, ты учишь эти стих или ты учишь текст этой песни, у меня с этим проблема, вот, а вот как я пою, ну, пою английские песни, просто я вот каждый день, вот прям каждый день слушаю только эту песню, вот, и потом смотрю, ну, давно я просто вот слушал эту песню и писал, ну, там, а, по-русски, Мгм. эти английские слова, вот, сейчас стало проще, потому что я вот начал ходить вот на английский язык и так далее, вот начал изучать английский язык, и мне стало проще, да. вот Мила Хертек у нас спрашивает, кем видишь себя через 10 лет? Я даже не знаю, потому что... Так, через 10 лет тебе сколько будет? 25? Да, Да. 25. Вот, когда тебе будет 25, кем ты себя видишь? Не знаю. Не знаю. Нином, да? Да, там 2 детей, квартира в Голливуде, охрана, что там еще можно? Я просто звездой не был, поэтому я не могу Я даже не сказать. понимаю. Я даже не знаю, через 10 лет кем я Ну, давайте буду. так скажем, перефразируем, кем бы ты хотел быть через 10 лет? Каким Музыкантом. музыкантом, да, прям Мгм. на всю страну, на всю, ну, не на страну, на весь мир, да, получается? Да, вот выпускать новые песни, новые альбомы, ну, просто заниматься музыкой, наслаждаться этим и наслаждаться, конечно же, жизнью. Мгм. Так, следующий вопрос от Натальи Антошиной. Когда мы услышим песни о Японии и ТВ Республика? Мгм. Вот про твою республику, я даже не знаю, эту песню мы записывали вчера, и, конечно же, я вернулся домой в час ночи, мы записывали очень долго и разобрали эту песню, там делали. Так, а с кем ты поешь, один или с кем-то? Один. О чем? А В смысле, на тувинском? Давай на тувинском. В общем, можно говорить об этой песне, там, не знаю, кусочек выложить, даже не выложить, а спеть, может быть, да. скоро все узнаете. Скоро Вот все про узнаете. Японию, про Группы в Японию. агентстве «Ремонт». А про Японию тоже мы эту песню записали уже, вот, в Чечне. Даже сняли клип и Да. даже все сделали. Скоро узнаете. Скоро И узнаем. скоро увидите. Вот такие вот у нас все скоро. Мгм. Конфиденциально. Да, и Наталья, ждите песни о Республике Тувай и о Японии, вот, как он сказал лично сам, скоро выйдет. И поэтому я надеюсь, том, что мы тоже можем, ну, то есть выложим специально для вас в группе агентства по делам молодежи. Ну, Ну вот ты закончишь школу, и какие планы дальше? Закончу школу, Ну, поступлю, наверное, какой-то музыкальный, ну, Университет, музыкальное да. образование получу, наверное. Ну, просто буду заниматься музыкой, потому что я очень люблю музыку. Вот как ты вырастешь, ты не видишь себя учителем музыки, не знаю, не хочешь преподавать других детей? Даже не знаю. Ну, Время придет. время покажет, да, как Да, говорится, время покажет. Мгм. И Ну, мы всё увидим. да, спасибо большое, Денберел, то, что сегодня Да, к нам спасибо. пришел, уделил время. Волнительно было Да, сидеть. и мы еще раз поздравляем вас, дорогие наши зрители, с наступающим праздником, столетия Тувинской Народной Республики, с Надомом, с Днем Республики и со всеми праздниками. То есть каждый день у нас же все равно праздник идет. Сегодня, кстати, день левшей. Ты левша? Правша. Ты левша? Да. Вот поздравляем Денберела с Поздравляем. сегодняшним днем. Еще раз напоминаем, вакцинируйтесь, берегите себя и своих близких. Обязательно вакцинируйтесь.
И спасибо большое еще раз, Денберел, за Вам то, что спасибо. нам уделил время. И спасибо, дорогие наши зрители, о том, что вы остались прям до конца с нами. Всего доброго и до следующего выпуска.